Учора праваслаўныя вернікі адзначылі адно з самых важных хрысціянскіх святаў нараджэння Хрыстова. Пра вытокі і традыцыі свята нам распавёў пратэірэй Спаса-Преабражэнскага храма Уладзімір Рыбакоў. Раство – одно з галоўных святаў з глыбокім духоўным сэнсам. Дзень, калі Ісус Христос з'явіўся на зямлю, аднолькава знакавы для ўсіх хрысціян. Каталікі адзначаюць яго 25 снежня, а праваслаўныя 7 студзеня. Рождество Христово – это пришествие в мир Спасителя, и в мир именно. Поэтому этот праздник, он носит вселенский масштаб, вот, не просто какой-то местный праздник. Дело в том, что Спаситель пришел в мир, а Спаситель от чего? Спаситель от греха. Человечество ждало в течение более 5000 лет. Вот это приход Спасителя, вот этого, который обещал Господь. И вот это событие, вот это совершилось, когда Господь принял на себя плоть от Девы Марии и от Духа Свята, значит, и вочеловечился, родился, то есть пошел на землю. Поэтому до этого момента все люди, и праведники, и грешники, все шли в ад. Вот Царство Небесное никто не получал, потому что все были грешные. И вот после только, когда Господь пошел на землю, когда Он умер на кресте, когда Он воскрес и искупил вот это человечество от греха, этим самым Он открыл двери в Царство Небесное. Рыхтуе усіх вернікаў да свята калядны пост, які доўжыцца 40 дзён. За гэты час праведнікі павінны ачысціцца не толькі цялесна, але і духоўна. Пост – это очищение духовное в первую очередь, потому что пост без молитвы, это не пост считается, а как голодовка. Вот, поэтому человеку нужно было во время поста, значит, именно уменьшая пищу телесную, увеличивать пищу духовную, потому что человек, кто состоит из тела и души, питать надо и тело, и душу. Вот. А если мы тело питаем, понятно, какой пищей, значит, а пища для души – это значит, чтение Евангелия, чтение Священного Писания, это молитва, в первую очередь, вот это вот духовная пища. Вот поэтому и нужно подойти к празднику, вот этому вот 40 дней, довольно продолжительное время, когда можно было выбрать для людей прийти в храм, исповедаться, очиститься от греха и причаститься телу и крови Христовой. Вот это самый главный смысл. Само святкаванне раства не абмяжоўваецца адным днём. Аж да вадохрышча, якое адзначаецца 19 студзеня, доўжуцца так званыя каляды, калі вернікі ходзяць у госці і віншуюць адзін аднаго са светлым святам раства. Я поздравляю всех наших прихожан, всех шкловчан, значит, с этим радостным вселенским праздником. Дай Бог всем здоровья, духовного в первую очередь, телесного.